При финансовой поддержке России в Армении реализуются проекты в области здравоохранения, образования, защиты окружающей среды, борьбе со стихийными бедствиями, противодействия заболеваниям, борьбе с бедностью. Ереван, 30 января. Спутник.Армения по уровню поддержки, которую Москва оказывает в достижении целей в области устойчивого развития, ЦОР, ООН, находится на первом месте среди зарубежных партнеров. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин в ходе семинара о деятельности Российской Федерации в сфере содействия международному развитию в посольстве РФ в Ереване. По его словам, Россия последовательно наращивает усилия по помощи зарубежным партнерам в достижении ЦОР ООН. В число приоритетных направлений относятся страны СНГ, ЕАЭС, традиционно имеющие тесные экономические, культурные связи с нашей страной. Среди них, конечно, на первом месте – Республика Армения, отметил Карасин. Эта программа в Армении, по его словам, осуществляется на двусторонней и многосторонней основе. На двустороннем треке выделяются целевые финансовые гранты, безвозмездные поставки товаров и услуг, предоставляются доступные кредиты. При финансовой поддержке России в Армении реализуются различные проекты в области здравоохранения, образования, защиты окружающей среды, борьбе со стихийными бедствиями, противодействия инфекционным и неинфекционным заболеваниям, борьбе с бедностью, сказал Карасин. В рамках взаимодействия России с ПРООН на территории Армении осуществляется ряд проектов, в том числе, по поддержке развития сельских регионов. На это выделено $5 миллионов. Еще $3 миллиона направлено на развитие туризма. По линии АНИДС ведется работа в области контроля, профилактики и надзора за ВИЧ и СПИД. За 6 лет на реализацию проекта выделено $16 миллионов. Более 20 миллионов составляет общий бюджет программы ПРООН в области устойчивого развития, связанной со школьным питанием. С 2016 года в бюджет детского фонда УНИЧЕФ было выделено $60 тысяч на развитие неонатальных услуг. Успешно реализуются проекты в сфере УНИДа, ФАО, отметил Карасин. Он выразил надежду, что политика России в этом направлении укрепит союзническое партнерство между двумя государствами. В свою очередь посол России в Армении Сергей Копыркин отметил, что деятельность РФ на пространстве СНГ, и, в частности, в такой, близкой,
стране как Армения одно из приоритетных направлений работы на международной арене. С представителями системы ООН налажено хорошее взаимодействие. Мы считаем, что львиная доля успеха программ, финансируемых Россией, принадлежит им. Россия продолжит с ними взаимодействие и содействие реализации программ, сказал Копыркин. Заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, Россотрудничества, Павел Шевцов представил более детальные данные о содействии Армении со стороны РФ. За последние годы помощь Армении росла неплохими темпами. В среднем объем предоставляемой помощи в 2009-2014 г.г. составил порядка $19 миллионов в год. В 2013-2015 годах Россия внесла взнос до 10 миллионов на реализацию проектов по созданию комплексной системы школьного питания, отметил Шевцов. В 2014 году правительство России одобрило проект комплексной поддержки развития сельских регионов Армении до 2019 года. В рамках проекта, например, в селе Кохбе было установлено 70 светодиодных уличных фонарей. Армения, по его словам, является лидером по количеству филиалов российских университетов. В настоящее время 5,5 тысяч граждан Армении учатся в России. Из них 1,5 тысячи на стипендии, предоставляемые правительством РФ, сказал Шевцов. Королег, булочки, и не только, как жители Тавуша реализуют свои бизнес-идеи больше, чем постоянный представитель ПРООН в Армении Шамби Шарп, в свою очередь, подчеркнул важность сотрудничества с Россией. В последние годы Россия содействовала реализации ряда программ ПРООН. Россия постепенно становится одним из важных доноров для программ ООН, особенно в странах СНГ. Мы рады, что одной из стран, где это сотрудничество не только достигло значительных объемов, но и динамично развивается, стала Армения, сказал Шарп. Для системы ООН в Армении, Россия стала ключевым и стратегическим партнером. Общий объем содействия Армении со стороны России по линии ООН с 2010 года достиг почти $50 миллионов. 1 января 2016 года официально вступили в силу 17 целей в области устойчивого развития, ЦОР, изложенные в повестке дня на период до 2030 года,
которая была принята мировыми лидерами в сентябре 2015 года на историческом саммите Организации Объединенных Наций. Не грейте улицу за свои деньги. В Ереване всерьез возьмутся за теплоизоляцию зданий больше, чем в течение предстоящих 15 лет, за которые должны быть достигнуты эти универсально применимые новые цели. Страны активизируют усилия, направленные на искоренение нищеты во всех ее формах, борьбу с неравенством и решение проблем, связанных с изменением климата, и обеспечение того, чтобы никто не был забыт.